В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева, я вас приветствую. В начале выпуска озвучу основные события к этому часу. Жители Чурапчинского района ежедневно доставляют помощь для пострадавших от паводка. Работа по ликвидации последствий летнего паводка продолжается. Амгинские школьники стали свидетелями запуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный». Все благодаря детскому проекту «Старт в космос». Забег в якутских национальных нарядах. Марафон ООН-ХО Якутск готовится к всероссийскому ультрамарафону. Будущее атомной энергетики России обсудили на заседании Госсовета в Москве. Участники, включая главу Якутии Айсена Николаева и других представителей власти и бизнеса, обсудили планы развития атомной энергетики и необходимые меры поддержки. Айсен Николаев отметил национальную цель – обеспечить технологическое лидерство России в сфере атомных энергетических технологий к 2030 году. В рамках этих планов в России появится 7 новых атомных регионов, включая Якутию, где планируется строительство первой в мире наземной атомной станции малой мощности. Серьезно, большое подспорье. Безусловно, основной. Работа по ликвидации последствий летнего паводка продолжается. В Аймаконский район прибыли бригады из 9 муниципальных образований. В районном центре восстанавливают дороги. За вчерашний день в селе отремонтировали 2 мостовых перехода. Специалистам энергетического блока предстоит наладить больше 20 километров линий электропередач и порядка 2 километров тепловых сетей. Все работы планируют закончить к началу отопительного сезона. Министерство труда сегодня зафиксировало 2083 заявления, из них на единую материальную помощь 1511 и 571 – это на финансовую помощь в связи с утратой. В части Министерства промышленности, Министерство промышленности имеет задание от главы республики Арсения Сергеевича в части сбора денег со стороны недропользователей района. И сегодня в стенах министерства пройдет совещание с недропользователями по финансовой помощи району. Жители Чурапчинского района также не остались в стороне. В пункт сбора помощи в единый центр диспетчерской службы жители ежедневно доставляют помощь из наследов, учреждений и неравнодушным граждан. Собраны продукты питания, хозяйственные товары, одежда, постельные принадлежности, инструменты. В эти дни будет сформирован мобильный добровольческий отряд для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Мы жители Тоскогала, Чурапчинского улуса, сюда в администрацию привезли материальную помощь. Жители ТОС очень сочувствуют пострадавшим, никто в стороне не остался. Желаем, чтобы все было благополучно, все завершилось в положительную сторону. В поселке Белая гора запустили доступ в интернет по технологии GPON. Компания Arctic Telecom завершила строительство внутренней распределительной оптической сети GPON в поселке Белая гора Абыйского района Якутии. Сегодня глава Абыйского района и генеральный директор компании Arctic Telecom совершили торжественный запуск линии. Реализация проекта началась в июне текущего года. По всему поселку проложена оптоволоконная кабельная сеть протяженностью более 8 километров. Возле домов установлены оптические распределители и коробочки в соответствии с техническими нормами расстояния. Подключили свыше 500 оптических портов. Сейчас жители поселка имеют возможность перейти с беспроводного интернета на передовые оптоволоконные решения. В Амгинском лицее с 2018 года реализует проект «Старт в космос» с целью профориентации якутских школьников на аэрокосмические специальности и гражданско-патриотического воспитания. Буквально на днях победители и призеры 7-й республиканской олимпиады стали свидетелями запуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный» Амурской области. Проект «Старт в космос» реализуется с 2018 года Амгинским лицеем совместно с секцией Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского. В рамках проекта Амгинский лицей ежегодно организует республиканскую олимпиаду «Старт в космос» для учащихся школ республики.
В этом году, например, приняло участие 884 ученика из 14 улусов и городов, Якутский город Мирный. А вообще за 7 лет приняло участие в нашей Олимпиаде 2805 учащихся. Цель проекта «Старт в космос» – это профориентация на авиакосмические и технические профессии сельских детей в основном, а также воспитание чувства гордости за Родину, желание служить отчизне. У нас с 2018 года имеется свой первый, наверное, в республике юноармейский отряд имени героя, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Валерия Федоровича Быковского, который сегодня насчитывает около 200 юноармейцев. Здесь, в нашем лицее, почти все ребята, начиная с 5 класса, они юноармейцы. И вот на днях победители и призеры 7-й республиканской олимпиады «Старт в космос» вернулись с экскурсионно-профориентационной программы с космодрома Восточный Амурской области. Главная цель поездки – это наблюдение запуском ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Эта поездка была очень интересной и уникальной. Мы узнали, что космодром Восточный – это самый современный и технологический космодром 21 века. Я до этого представляла запуск ракеты в общих чертах, но это не сравнится с тем ощущением, что возникло, когда я увидела запуск ракеты в реальности. Я запомню это на всю свою жизнь. У школьников также остались яркие и незабываемые впечатления от посещения города Свободного, Дальневосточного аэрокосмического музея, Амурского газохимического комплекса и культурно-досугового центра города Циолковский. Самая неожиданная часть экскурсии была технический комплекс. Там собирают ракету. У меня было ощущение восторга, потому что нам показали масштабы ракеты и самого технического комплекса. Я хотел бы стать инженером. В принципе, там мы в Свободном еще побывали в АГХК. Вот, наверное, туда пойду. Далее, в конце этого года, Амгинский лицей планирует для участников проекта выезд в Центр подготовки космонавтов в Звездный городок Московской области. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амга. В Усть-Алданском улусе открылся второй сезон летнего танцевального интенсива для детей. В течение 10 дней подающий надежды хореограф дает занятия по современным видам танцев. В 2 группах свыше 30 детей. Интенсив ежедневно начинается с разминки, растяжки разных групп мышц и с элементами акробатики. Также дети учатся, как правильно вести себя на сцене, а к концу классов должны поставить свой танцевальный номер. Для себя я узнала, что такое хип-хоп. Хип-хоп – это вид танцев. Я не знала, как танцуют люди, которые танцуют хип-хоп. У меня есть лучшая подруга Амелия. Мы дружим с ней с 5 лет. С помощью нее я узнала об этом лагере. Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, ужесточающий наказание за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. За повторное нарушение предлагается ввести уголовную ответственность, аналогичную наказанию за рецидив торговли алкоголем. Сейчас за продажу энергетиков детям предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для граждан. Новый законопроект, который планируется внести в осеннюю сессию, предполагает уголовное наказание за повторную продажу, включая штрафы, исправительные работы и запрет на определенную деятельность. Сегодня в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» в республиканской экологической акции «Зеленый четверг» Чурапчинское лесничество вместе с Чурапчинской инспекцией Госэконадзора провели субботник. Общими усилиями очистили территории возле рек Татта, Хонду и озера Хомпугутта. Сельхозхозяйства Якутии выполнили план заготовки грубого корма на 12%. Скошено 68 тысяч гектаров и заготовлено 53 тысячи тонн. Наиболее хорошие показатели у аграриев центральных и заречных улусов. Например, в Хангалахском районе заготовили более 8,5 тысяч тонн сена. В Амгинском улусе объем составляет 6,5 тысяч тонн. Следом идут хозяйства Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского улусов. В кормозаготовительной кампании задействовано более 6800 звеньев и 18 550 человек. Из-за паводка в 3 северных районах республики план по заготовке сена скорректирован до 395 тысяч тонн, что составляет 91% от первоначального. В Меканском улусе в этом году от запланированного 100%
на сегодняшнюю дату они запланировали заготовить 40% сена, но, скорее всего, вот эта цифра еще будет понижаться, потому что сенокосные угодья на сегодняшний день в Аймаканском улусе практически все затоплены. По линии Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия насчитывается ущерб. Будем организовывать мобильные бригады и перевозку сена. Якутск готовится к всероссийскому ультрамарафону. Старт уже через месяц. Кроме главного старта в программе чемпионата запланированы массовые забеги для любителей. В рамках марафона Олунху участники смогут выбрать дистанции от 4 до 42 километров. Также состоится чемпионат республики по бегу на 100 километров. Каждому участнику будет выдан стартовый пакет с базовой экипировкой бегуна. В этом году введен новый формат – забег на 4 километра в якутских национальных нарядах, созданный специально для тех, кто хочет не просто пройти дистанцию, но и почувствовать дух предков. Забеги чем отличаются от каких-то крупных профессиональных видов спорта? Здесь медаль получает любой. То есть здесь не важно, какое место ты занял, на какое время ты пробежал. Это твоя личная победа, твое личное достижение. Таким образом, массовость спорта и оздоровления растет в геометрической прогрессии. И сейчас мы все наблюдаем такую тенденцию, что спорт становится уже нормой жизни. Действительно, спортом заниматься модно. В последние годы в Октябрьском наследии Горного Улуса в рамках программы поддержки местных инициатив было проведено много работ. В этом году одним из таких проектов стало строительство хоккейной площадки. На сегодняшний день завершено возведение всесезонного короба. Ее размеры 15 метров в ширину и 30 метров в длину. Здесь есть ворота для мини-футбола и хоккея, стойки для волейбольной площадки и сетка. Программа поддержки местных инициатив оказывает большую помощь наследникам республики в проведении работ по различным направлениям. Так, детская площадка, спортивная площадка построена по программе поддержки местных инициатив, которая ежегодно проводится Министерством финансов Республики Саха-Якутия. Мы, жители села Кюрелях, благодарны за такое проведение конкурса, в котором ежегодно мы участвуем и выигрываем. Финансирование проекта производилось сбор местного населения и силами спонсоров из местного бюджета и бюджета Республики Саха-Якутия. К этому часу это вся актуальная информация. Еще больше новостей вы можете найти на наших официальных площадках. Ну а мы с вами встретимся в программе «Итоги дня» в 8 часов вечера.